Ну, Makerspace – это понятие новое. Оно появилось в западных странах, в странах Северной Америки, Европы, в период бурного развития высоких технологий, прежде всего интернет-технологий. И, как вы видите, из названия состоит оно из двух слов – это maker и space. Ну, space – это пространство, определенное место, а maker – это человек, который создает предметы, создает прототипы продуктов, которые затем могут коммерциализироваться на рынке или распространяться безвозмездно в каких-то социальных целях. То есть maker – это человек, который работает с технологиями для создания продуктов, которые призваны улучшить жизнь людей. И Makerspace – это прежде всего сообщество мейкеров, то есть сообщество людей, которые хотят поставить новые технологии, которые изобретают, которые ищут новые формы, новые пути решения проблем наших обществ. А Space – это та инфраструктура, которая позволяет им осуществлять эти цели. То есть это место, физическое пространство, где находится оборудование, прежде всего высокотехнологическое, 3D-принтеры, лазерные, фрезерные машины, высокоточные резаки, швейные машины, компьютеры с соответствующими компьютерными приложениями и так далее. То есть разного рода оборудование, которое позволяет мейкерам создавать новые продукты, пробовать, испытывать, использовать новые материалы. И вот наш Makerspace – это новый проект Американского университета в Центральной Азии, который мы осуществляем при поддержке USAID, то есть Американского агентства по оказанию международной помощи. Вот есть в USAID подразделение American Schools and Hospitals Abroad, которое как раз и финансирует подобного рода проекты. Вот наш проект Makerspace – это проект, осуществляемый при поддержке American Schools and Hospitals Abroad. И цель этого проекта именно в создании такого сообщества мейкеров при Американском университете в Центральной Азии. То есть сообщество инициативных, изобретательных, предприимчивых, креативных, социально ориентированных, социально активных, вовлеченных молодых людей, которые могут поставить технологию на службу обществу. Ну, будет создана хартия, которая будет определять условия вступления вот в это сообщество мейкеров, условия пребывания в сообществе. Я думаю, такие правила должны быть, это международная практика. Есть разные течения, похожие, родственные Makerspace, но в каких-то отношениях отличающиеся. Например, FabLab. FabLab – это родственное Makerspace направление работы, форму взаимодействия, форму работы таких сообществ мейкеров, но с определенными особенностями, которые нам не во всех отношениях подходят, поэтому мы вот выбрали путь именно Makerspace. Но очень важно, чтобы люди помогали друг другу, чтобы они делились идеями, чтобы это, особенно на этапе создания прототипов, чтобы это было прежде всего действие, скажем, творческое, социальное. Это не должно быть ориентировано на бизнес исключительно. Но потом впоследствии мы будем рады, если продукты могут быть успешно коммерциализированы на рынке, или они будут в рамках социального предпринимательства улучшать жизнь людей. Ну, вы помните известный миф о Прометее, который обманул богов, украл у них огонь, чтобы подарить его людям. Понимаете, человек свободный – это человек, который может положиться на себя, который управляет технологиями.
а не который является рабом технологии. То есть мы сейчас живем в период очень интересный в цивилизационном отношении, когда технологии так бурно развиваются, что мы не успеваем за ними. Наше законодательство, наше образование, наша форма организации общественной жизнедеятельности, они не поспевают за новыми технологиями. И есть вполне обоснованные опасения во многих странах мира, среди разных слоев общества, того, что эти технологии пойдут в ущерб благосостоянию людей, пойдут в ущерб основных свобод людей, гражданских свобод, демократии, всего того, что человечество с большим трудом завоевало за последние столетия. Поэтому крайне важно, чтобы человек управлял технологией и поставил технологии на службу человечеству, а не наоборот, чтобы технологии существовали ради самих себя, как вот помните в фильме «Терминатор», или чтобы какая-то узкая привилегированная группа людей в мире использовала технологии для доминирования. «Сделай сам» — это как раз-таки о том, чтобы было сообщество свободных, равных людей, которые имеют доступ к технологиям. Ну, у нас, вы знаете, уровень бедности высокий в стране. Особенно тяжело у нас в нашей стране приходится людям с ограниченными возможностями здоровья. Очень тяжело приходится молодым людям, которые не имеют качественного образования или которые только-только его получили. Вот уровень безработицы среди выпускников высших учебных заведений особенно высок. Не просто в нашей стране одиноким женщинам, матерям-одиночкам. Поэтому создание благоприятных условий для предпринимательства, чтобы люди могли полагаться на самих себя, чтобы люди могли, пусть небольшой, но создать устойчивый бизнес, который позволял бы иметь и средства для существования, а также возможности для саморазвития, это позволило бы решить очень многие социальные проблемы в нашем обществе. Еще раз подчеркну, что Maker Lab, Maker Space Learning Center, который мы создаем при АУЦА, будет особое внимание уделять обучению людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание будет спроектировано, вернее, будет построено таким образом, чтобы позволить людям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно, свободно попадать в здание и также принимать участие в работе Makerspace, как и все остальные участники процесса. Также мы особое внимание будем уделять представителям от уязвимых слоев населения, представителям национальных меньшинств. Это очень важно, чтобы через мейкерство люди преодолевали какие-то границы, собственные границы, препятствия на пути их роста. И это будет способствовать созданию более сплоченного, более толерантного и вместе с этим диверсифицированного общества. Вообще, сообщество мейкеров — это, как показывает мировой опыт, это сообщество людей, где они не делятся по каким-то национальным, религиозным и иным признакам. Эти люди объединены желанием создавать что-то новое, воплощать идеи в жизнь, что само по себе очень привлекательно. Знаете, была идея, а потом это стало реальностью. Это такой драйв, который движет очень многими людьми. Но также, что немаловажно, это позволит улучшить жизнь людей. Это маленький, но вклад в построение более справедливого и благополучного общества.